Князья Шервашидзе из региона Абхазии были такими же грузинами, как Гуриели, Дадиани и другие грузинские дворянские роды. В пример возьмем последнего правителя региона Абхазии, князя Георгия Шервашидзе. Георгий Шервашидзе был соратником Илья Чевчавадзе, Акакий Царятели, Мамия Гуриели, представителем интеллектуальной элиты, боровшейся за восстановление независимости Грузии от Российской империи. В 1867 году он возглавил восстание в Абхазии против Российской империи. За борьбу с империей он был наказан ссылкой и лишением княжеского титула. Однако даже это не сломило его и не заставило подчиниться. Последний князь региона Абхазии, Георгий Шервашидзе, считал себя полностью грузином. В конце XIX века немецкая газета «Берлинер Тагесблат» опубликовала статью с негативным содержанием о грузинском народе. Георгий Шервашидзе стал первым из Грузии, кто публично выступил в защиту достоинства грузин и отправил в редакцию письмо с критикой ошибочных суждений. Образ жизни Шервашидзе служил примером для всей Грузии. Когда венгерскому художнику Михаю Зичи было поручено проиллюстрировать величайшую поэму на грузинском языке «Витязь в тигровой шкуре», все единогласно решили, что образ главного героя Териэла должен быть создан с Георгия Шервашидзе из-за его характера и внешности. Несмотря на отличное знание русского и западноевропейских языков, он писал свои публицистические и другие произведения исключительно на грузинском языке. Он говорил и мыслил по-грузински, потому что был достойным сыном Грузии. Настоящие абхазы – это грузины. Георгий Шервашидзе – последний правитель неотъемлемого грузинского региона Абхазии, эталон настоящего грузина.